Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. 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 Ассаламу алейкум. Все. Все исправил, как обычно. Так. Unzacēlies Ямы Бакаевы. Ямы Бакаевы. Так. Сегодня 28 февраля 2020 года. Меня зовут Арцуев Аслан. И я рад всех приветствовать. Так. Аслан Ичкерия на месте. Ва алейкум салам, Аслан. Адам Грузинский на месте. Ва алейкум салам. Максик, привет, Максик. Ичкерия лайф на месте. Николай Панчика. Здравствуйте, Аслан. Здравствуйте, Николай. Ва алейкум салам. Ичкерия Маш Мокш. Так, давайте чуть соберемся. И звук, и видео отлично. Сразу говорю, бо Аслан Ичкерия. Так, это хорошо. Хорошо, когда хорошо. Сегодня у нас есть хорошая новость и есть вот основная тема нашего стрима. Это пытки в российских концлагерях. О подавляющем большинстве пыток мы не узнаем. В принципе мы не узнаем. Ну и, конечно, поговорим о том, что в Сирии происходит. То, что Турция разбомбила огромное количество техники, уничтожила много террористов асадовских и пророссийских и российских. Короче говоря, все отлично. Так, Турция рулит, Максик, да. Сегодня Турция на гребне. Респект и уважение Турции. Так, ассаламу алейкум, Асан говорит, несущий миру, алейкум салам, как найти Машвойль Дикду Хонорме Волш, алейкум салам, все отлично. Так, Давид Попко удалил свое сообщение. Тор, Аслан, привет, как ты, как дела? Все супер, приветствую, Тор. Адам Грузинский, 300 убитых, их там нетов? Что-то Адам я пропустил, неужели 300? Ну давайте к этой теме вернемся. Если будет ссылка, Адам, на достоверный только источник, можешь кинуть сюда, и я смогу ее как раз озвучить. По поводу уничтожения 300 голов террористов. Так. Где он? 12 танков. Да, техники очень много уничтожено. Ну, поговорим. Давайте сперва обсудим положение. Положение наших людей в тюрьмах. Так, Давид Попков, привет всем. Привет, Аслан. Я с вами. Привет, Давид. Рад, что присоединился. Так, несущий мир, Адам, ты забыл про 5 вертолетов и 25 танков. Ну да, я как раз сегодня покажу видео, где великая турецкая армия, член НАТО, уничтожает разные отбросы и мусор земли в лице асадовских бандитов и головорезов и террористов, наемников Путина. Так, ва алейкум салам, Асан Керимов. Рейсхуй Масуда Адуэлой. Так, всем салам. О, Владимир Рабинович, шалом. Приветствую, Рабинович. Владимир. Да, 300 убитых, по-моему, была в прошлый раз. Пока сейчас не называется. Не называется пока данные. Но я не видел, если увидите, скажите. Так, Чечня не Россия присоединился. Говорят, что Путин взял в заложники турецкие помидоры.
Он может, я тебе скажу, Вова, Великая Россия может взять в заложники все турецкие помидоры и давить их до томатного сока. Так, Альпес Монтибус. Аслан, ты пропускаешь мой вопрос. Почему же нет? Я не пропускаю. Специально не пропускаю ничей. Анзорino, священные земли Шама. Вильпесенкульт. Это были вагнеровцы или военная полиция? Там были, ну ты имеешь в виду русские или кадыровцы? Да, ну пока неизвестно. Пока неизвестно. Тор. Унижение, пытки и коррупция является основой русского мира. Совершенно верно. Жора Майер. Ассаламу алейкум, салам, Жора Майер. Лунный свет, алейкум салам. Так, Чингисхан. Ассаламу алейкум, Аслан, как ты думаешь, хватит ли у Кремля душка рыпнуться на Турцию? Алейкум салам, Чингисхан. Я абсолютно убежден, не хватит. Они могут только вот выпендриваться, только вот нанести вот какой-нибудь укол и вот раздувать. Помните, в Приштине, когда была ситуация, и за сербов как бы там поехали банд-десантники, и там во главе с Евкуровым они там заехали в какой-то аэропорт, и там 30-40 человек или 60 человек держали этот аэропорт. И говорит, вокруг все натовские войска, вот все такое, и они тут зашли в аэропорт и держат его. Короче говоря, не выпуская. Такое впечатление, что как будто кто-то хочет на них. Ну, эти как бы включили там быка, да, на понт. Мы будем стрелять, не подходите там, ля-ля тополя. Ну, как обычно, ГБшная, там, русская вот это, понты русские. И вот в итоге их не тронули. Зато потом героя дали, потом президентом Ингушетии сделали. Давай, ну чего только нету, короче. Вот из-за на ровном месте раздули. Вот они такие вот герои. Например, на грузовике, вот на этом своем, который бордюр переехать не может, как он там, Тигр у них называется, этот военный грузовик, обогнать, снять на видео, обогнать американский конвой, вот едет американский грузовик, броневик с флагом американским, тут обгоняет его русский броневик, и все это потом супер кадры. И вот специально для этого снимают, едут, сопровождают, и тут американцы говорят, Вася, короче, в обочину. Вот все их успехи. Просто как с малым детем, как хулиганы, которые, обычные хулиганы, которые до полицейского докапываются. И вот его, я этому полицейскому там замахнулся на него там. Он уклонился, видели? Вот это я, типа, вот такое. Короче говоря, вот так вот. Так, давайте сейчас обсудим вот эту тему, которая у нас происходит. Потом перейдем и к Турции, и ко всему остальному. Давайте так. Про кепку расскажу. Кепку мне подарил украинский блогер Нестор Воля. Он приезжал в Вену. Вступил я в украинскую группу. Ну, я, в принципе, давно, почти с самого начала состою в группе. Ну, сейчас уже как бы официально обозначились. Так, я себя отношу к украинским блогерам, так как у меня челюсть нормальная, понимаю и говорю кое-как на украинском, поэтому нормально. Мы давно в скайпе, в ватсапах там общаемся, в группах. И вот теперь уже вот на таком уровне подарил мне. Вот тут она еще называется, вот тут она. Вот. Вот так. Видно? Ожила я Машу. Так, вроде бы. Так, давайте перейдем. Так, давайте пойдем дальше.
Да, да, чечено-бандеровец я. Украинский чеченец, говорит Анзорино. Так что вот так вот. Туна есть кепка. Вот, да, кстати, у меня есть идея сделать кепки. Вот с реалити, чтобы было нам какой-нибудь логотип. Салам, Эдсам, приветствую всех. Надо будет сюда. Ну, давайте перейдем. Вот уже мы уже собрались. Нас уже после... Можно уже начать. 10 минут уже. Давайте поговорим о том, что произошло в ИК-10 в Мордовии, точнее ИК-5. Вы видели на моем канале обращение Ибрагима Баканиева, которое он сделал 25 февраля 2020 года. Как видно, он где-то находится в кабинете где-то для свидания и записывает видео. Переведен он 14 февраля сего года из ИК-5 Мордовии в ИК-10 той же Мордовии. С одной его перевели в другую. И вот перед тем, как его переводили с 13 на 14, перед тем, как его доставили в ИК-10, в колонию 10, с 13 по 14 ночью, в 2 часа ночи он подвергся жестоким пыткам и избиениям. В пытках принимали участие Трофимов Валерий Петрович, это начальник колонии ФКУ ИК-5 по Республике Мордовия, замначальник колонии по воспитательной работе Швартюк АА и заместитель вот этого Трофимова, замначальника ФКУ ИК-5 Шавкун Александр Валерьевич. Эти 3 преступника, со слов Ибрагима Баканиева, очень жестоко его били, пытали. Как следует со слов Ибрагима, Ибрагим пережил инсульт и передвигался при помощи костыля, палочки, да, и били его этой палочкой. Требовалось от него, чтобы он взял на себя какие-то преступления. Сразу после этого 2 из этих людей, начальник и замначальника, Шавкун и Трофимов, повышены в звании, а один в должности. Замначальник Шавкун повышен в должности. Что по этому поводу сказать? На сегодняшний день это очень важно, и у нас огромное количество людей сидят в тюрьмах, незаконно осуждается. Я как адвокат, как практиковавший адвокат, занимавшийся уголовными делами в Москве и в других регионах России, я могу со всей ответственностью сказать, никакого правосудия в России не существует. Как не существует того, что мы видим, очевидно, да, не сталкиваясь, как таковой не существует там института президентства, также институт судейства, судебная система, она идет имитация судебной системы, да, и все извращено просто, не поддающееся логике, где правосудие должно соблюдать какие-то принципы справедливости, гуманности, да, например, тюрьма та же, это исправительная колония, она должна исправлять. Вот эти все системы, что исправительная колония, да, исправительная система, они не работают. Это симулякры, это симулирование. И это продолжается очень давно. Ничего не меняется. Да? Попытки появляются изменить, но это огромный пласт работы на десятилетия. Взрастить новые кадры, там огромная работа. И в таком виде Россия, которая в сегодняшнем виде России находится, она не сможет исправить ее без внешней помощи. Или же она должна разойтись, эта Россия, распасться на несколько государств. И в каждом государстве должны проводиться реформы. На сегодняшний день, сегодняшняя Россия, она не способна переделаться. Ее вот в таком состоянии, вот в таком
в каком она сегодня находится, ее переделать невозможно. Судебная система, ну вот, например, я знаю, что судебная, тоже со всей ответственностью заявляю, я работал, общался, состоял в коллегии адвокатов, где у нас большая коллегия адвокатов была, принимал участие в разных общественных мероприятиях, адвокатских таких больших мероприятиях. И знаю, о чем говорю. В Российской Федерации судебная система вот насквозь от верха до низа коррумпирована. Это первое. В Москве в некоторых судах есть люди, которые не имеют никакого отношения к суду, но постоянно находятся в суде. На Гатинском суде есть человек, например, который уже отсидел один раз за судью, вышел, не сдал судью, взял взятку, был пойман, но не сдал взятку, не сдал судью и был осужден. Вышел из суда и сейчас опять же продолжает брать взятки. Да? Если вам надо решить какой-то вопрос, вы идете вот напрямую к этому человеку. Это самый доверенный человек у главного судьи. И вот такие вопросы делаются. Более того, кроме коррумпированности всей этой системы, которая с советских времен такая есть и по-другому быть она не может. Кроме этого, есть еще телефонное право. Если вы, например, находитесь там по линии партии, да, там вот этой вот ГБшной системы для укрепления своей власти, вы попадаете в список, это их программа по укреплению своей власти путем репрессий, убийств, выкачивания денег, да, то есть там обобрать, да, до нитки просто человека, продавали квартиры люди, мы знаем, там продавали машины, для того, чтобы незаконно не попасть вот тут под незаконные репрессии, да, которые даже в соответствии с их законом не могут никак быть. Так вот, существует такое телефонное право. Вот если вы попали в список каких-нибудь террористов, экстремистов и так далее, я со всей уверенностью могу сказать, что любой начальник ФСБ, начальник милиции, ФСБ тем более, может позвонить в суд московский там у себя в районе или в городе, если это будет в зависимости от вашего статуса, и может по телефону или при встрече дать любую команду на любой суд. Да. Вообще с ФСБ никто не спорит. В суде, например, когда делом занимается ФСБ, дело ведет ФСБ, сотрудники ФСБ, например, Московский городской суд, да, главный суд столицы, там судьи себя ведут абсолютно не критично, относятся очень доброжелательно относятся к любой информации, какой бы она ни была противоречивой, которая подается со стороны ФСБ. В принципе, и по полиции тоже, да, следственных органов каких-нибудь. ФСБ это особый случай бывает. Также я знаю, что если начальник ФСБ какого-нибудь района может позвонить и решать вопрос, то, конечно же, администрация президента Путина может решить любой вопрос, выпустить, запустить, освободить, сколько дать срок. И судья подгонит под любую статью. Причем, я уверен, он выслушивает стоя, взяв трубку, Песков или кто у них кто ему может позвонить из администрации. Условно говоря, кто угодно из администрации. Вот от таких судей люди попадают в тюрьмы. Тюрьмы, они ничем не изменились. Да? Если вы видели, я разговаривал у меня здесь на канале есть это видео, с Борисом Стамахиным, который отсидел 10 лет и вот сейчас покинул Россию, находится сейчас в Украине. Он на мой вопрос, изменилось ли что-нибудь со времен ГУЛАГа, сказал, только вот камеры изменились, вот такого плана контроль идет. И вот на этом видео Ибрагим Баканиев говорит, что когда у вас против вас совершаются какие-то противоправные действия сотрудниками исправительных учреждений,
И ты говоришь, ну давайте вот был, на нем бывают камеры, там в помещении бывают камеры, дайте камеры, там испортилась видеозапись. Это очень распространенная такая практика, когда видеокамеры исчезают. Я, например, занимался делом по убийству спартаковского болельщика Егора Юрия Волкова, где было 4 камеры на Чистых прудах. И следствие взяло деньги и за то, чтобы сейчас, и уже в принципе отпустили всех, да, отпустили, получили деньги, и виновный как бы отпускался. Хотя этот виновный, он защищался по идее, и на толпу спартаковских болельщиков он применил там, чтобы его не убили, его уже душили, он достал нож, и от этого ножа погиб Юрий Волков, один из ярых фашистующих болельщиков Спартака. И к ним и пристали, в принципе, из-за того, что они чеченцы, кавказцы. Из-за этого была драка. Так вот, отпустили всех, и потом, когда уже болельщики подняли бучу, видя, что вроде бы убийца может быть отпущен, да, посадили невиновного человека. И 4 камеры на Чистых прудах, там все прекрасно видно. И мы просили, давайте вот камеры покажите. Нам все 4 камеры нам отказали. И так было неоднократно. И вот сейчас Ибрагим Баканиев рассказывает, что тоже постоянно говорят, там камеры испортились. Поэтому эти камеры, которые они вешают в случае, если вы нарушаете, им выгодно, они их достают, и тогда можно в таком случае предъявить против вас. Но вы против исправительной колонии тоже предъявить ничего не можете. Вот такого вот плана дела. В каком условии находятся эти люди, да, это просто невозможно передать. Если, конечно, у вас есть воля и поддержка, если вам постоянно присылают там деньги, известно, что там вы можете нанять адвоката, пожаловаться в правозащитные организации, то, конечно, к вам более-менее будет спокойное отношение. Хотя никому не гарантировано, что вы не будете избиты, запытаны и, возможно, даже убиты. Но чаще всего нет. Чаще всего могут оставить, если вы там можете пожаловаться там, и так далее. Многие не умеют защищать свои права. Это тоже наша ошибка. Мы должны научиться строго соблюдать права. Сегодня то, что вот совершает Ибрагим Баканиев, обращаясь с видеообращением к людям о том, что над ним происходит, что его пытали, и это не единичный случай, мы прекрасно это знаем, но Ибрагим Баканиев подвергает свою жизнь смертельной опасности. С большой вероятностью его могут убить, ему повредить здоровье так, что больше он уже умрет не сразу, но через какое-то время. Таких случаев очень много. Многие скрывают это, многие пытаются, махнули рукой, понимая всю бессмысленность, видя все абсолютное вот это лицемерие, абсолютную имитацию права, судебной системы, государства, которого не существует по факту, да, фактически это государство не существует, то есть, потому что все имитация. И это так много этой имитации, что может показаться, что не может быть так много имитаций. Но это так, вот мы в такой реальности живем. И вот этот человек заявляет открыто, смело, и мы должны все поддержать и как можно больше привлечь внимание к этому. Я призываю всех журналистов, правозащитников, всех людей доброй воли обратить внимание на этот случай. И не только на этот случай, потому что там не только чеченцы и кавказцы сидят, огромное количество и русских сидит в этих тюрьмах. Так что вот такие вот дела, мы должны всячески обратить внимание. Конечно, мы должны составить, я призываю всех, кто находится в местах лишения свободы на территории фашистской России, присылать мне фамилии, имена
сотрудников колоний, которые применяют пытки, издевательства с фотографиями, с фамилиями, именами, местом обязательно, против кого, когда они совершили. Если вы хотите, я буду оставлять эту информацию анонимно. Если вы хотите, я буду ее распространять. Мы должны всячески бороться. Я призываю всех чеченцев, дагестанцев, ингушей, всех кавказцев, карачаевцев, балкарцев, всех русских тоже я призываю. Присылайте, я буду. Но эта информация, конечно, должна быть проверена, чтобы не получилось так, что даже в этой системе есть нормальные люди, чтобы мы не обвинили человека, который мешает какой-нибудь системе той же самой. Да? Поэтому вот призываю обратить внимание. Еще раз напоминаю фамилии преступников, которых обозначает Ибрагим Баканаев. Я прошу запомнить фамилии, распространять фамилии этих людей. Трофимов Валерий Петрович, начальник колонии ФКУ ИК-5 по Республике Мордовия. Замначальник ФКУ ИК-5 Шевкун Александр Валерьевич. И замначальник колонии по воспитательной работе Швартюк АА. Вот эти три лица, которые он обозначил в этом деле, должны быть максимально приданы их действию огласке. Эти люди заставляли Баканиева взять на себя преступления, которые он не совершал. То есть дальше продлить ему срок содержания и заодно получить себе какую-нибудь премию за раскрытое преступление. Так, давайте перейдем тогда сейчас пока к вашим вопросам. Там будет видно. Так, давайте. Так. Так, давайте. Все, смотрите, вот тут много наговорили. Адам Грузинский, фермерское стадо баранов. Адам Грузинский, баранов бывает не стадо, а тара. Поэтому надо другое. Так, ФСБ взрывает Россию. Александр Литвиненко, это Анзорина. Так, персона нон-грата. Аслан, не считаешь ли ты, что нам пора объединяться, в том числе и с польским блогером, простить друг друга и объединиться? Я ни с кем не разъединялся и не объединялся. Я всех, кто за русских, я против них. Все, я вроде ясно много раз говорил. Вы хотите сказать, что я ошибся, что я там оговорился? Нет, я не оговорился. Я говорил это, и я абсолютно в этом убежден. И у меня есть основания для этого. И не только у меня, это не я тут один тут заявляю какие-то вещи. Я сделал свои наблюдения, есть люди, которые сделали свои наблюдения. Есть люди, которые стоят на страже нашего государства, пока многие не принимали участие, отдавали свои жизни, здоровье, заслуженные люди с высшими наградами государства, участвовавшие в войне, победившие в войне Россию. Мы со всей ответственностью заявляем, что это засланный казачок. С кем вы мне предлагаете? Мне с кадыровцами, с ямадаевцами помириться, что ли? Нет, я не буду ни с кем. Имран Алиев, например, дал Геш Дольцун, дал Алвеле, тоже не очень лестно обо мне отозвался как-то. Но у меня вообще нет никаких проблем. Я знаю, что Имран Алиев, хоть и говорил неправильные вещи, иногда абсолютно искренним был в своих, благородный человек был. И я то, что он мне сказал, ему прощаю. Но я не прощаю агентуру здесь не детский сад, мы же серьезные люди, правильно? Здесь очень все серьезно. И если вы искренне верите во что-то, это не значит, что это так есть. Понимаете? Так, давайте дальше пойдем. Юрий Шусович в комментариях.
Лунный свет говорит: не опирайся на воду и не верь русскому. Что за моды надо? Арсен Хачатрян. А флаг Турции зачем повесил, говорит. Арсен, я повесил, потому что я сегодня хочу поддержать Турцию, которая понесла потери позавчера, вчера. И сегодня нанесла сокрушительный удар по русским и асадовским террористам. И я поддерживаю в это трудное время сирийский народ, Турцию, страну члена НАТО и всех людей доброй воли. Вот поэтому в знак уважения к Турции я поднял этот флаг. Да, кстати, и Вильбес Инкульта именно так. Под роликом появились, я сперва не удалял вот под видео Ибрагима Баканиева. Я не удалял, но потом я вижу, что целенаправленно идет ложь против этого человека. Быстро появились, быстро начали распространять, быстро увидели и начали говорить, что так и заслужено. Но даже если бы Ибрагим Баканиев совершил преступление, пытки, они запрещены в принципе, понимаете? Если человек задержан, он сидит, отбывает наказание, к нему нельзя применять пытки. Да, можно применить силу, если человек сопротивляется, но пытать, избивать человека, это незаконно. В законе нет, даже есть право на убийство в законе, да, у сотрудника полиции, например, при задержании может там применить силу и там применить оружие и убить человека. Но при всем при этом в законе нету ни слова и быть не может про пытки. Также есть в некоторых странах смертные казни, да, и эти страны называют себя демократическими, их таковыми являются некоторые демократические, хотя там есть смертная казнь. И при всем при этом там запрещены категорически пытки, потому что пытки, они, и вот человека пытают, и тут появляются и говорят, ну правильно, он заслужил, он там убивал чеченцев, там это делал, то делал. Это чтобы не распространяли чеченцы, начали сразу его там, ну, террорист, бандит там и так далее. Сразу же нам рассказывают сказки. Но это не важно, что совершил этот человек. Этот человек уже находится в местах лишения свободы. И, вернее, это важно, что он совершил, и важно, что он подвергается пыткам. Но в данный момент важно, в каких условиях вот он сейчас находится. Нужны фото этих ментов. Да, было бы очень хорошо, Максик, если бы достать фотографии вот этих людей и распространять. Давайте возьмемся хотя бы для тех, кто находится в тюрьмах, им помогать. Я знаю, что ребята в тюрьмах меня смотрят. Я призываю всех между собой, договоритесь, присылайте мне информацию, проверенную, надежную информацию. Давайте будем собирать досье на этих людей. Я полностью беру всю ответственность на себя. Я буду собирать эту информацию и распространять эту информацию. И пускай будет кто-нибудь из тех, кто вас пытает, да, убивает, там, ну, это должна быть проверенная информация. Потому что это должностные лица, которые должны быть, ну, стопроцентно проверенная информация должна быть. Если мы будем привлекать таких людей, перестанут вас меньше бить будут, меньше будут пытать, хоть какая-то возможность появится. Давайте, я открыт сотрудничеству, присылайте информацию, будем работать. У меня есть сайт, вот здесь под видео, под описанием он находится.
можно на этом сайте, например, размещать эту информацию про этих всех военных преступников. Что я смогу сделать, если вы будете в этом заинтересованы. Так. Адам Грузинский подкололся меня просто. Так. Персона нон грата. Нет, это не в этом дело. Это не в том, что какой молод, о чем ты говоришь. В 35 лет люди города брали, странами правили, континентами правили. Какой молодой. Так, Игорь Кирюк, ваше мнение о Турции, России в Сирии. Привет с украинского Донбасса. Ну, очень хочется, чтобы России наваляли. Игорь Кирилюк, вы не одни в своих хотениях, мы с вами. Но не потому, что мы не любим там русских и Россию, потому что зло должно быть остановлено. Как только зло будет остановлено и в России будут нормальные, здоровые правовые силы на законных основаниях, то мы будем очень даже хорошо к ним относиться и будем против того, чтобы им тоже наваляли. Но сейчас ситуация другая. В Турции, России сегодня были удары, я вам сейчас покажу эти удары. Турция продемонстрировала свою мощь, свою силу, и вы сейчас можете увидеть 1,5-минутный ролик, он небольшой, вы сможете увидеть, как Турция гасит русню. Так, вот вы увидели, как мочат русню. Есть еще одно видео. Если вам интересно, оно более захватывающее, я его могу вам чуть-чуть попозже сейчас продемонстрировать, если вы будете настаивать на этом. Напишите, если вы хотите посмотреть еще видео. Ну, около 5 минут где-то там. Ну, тоже мочат по-страшному этих террористов. Вот такое вот у меня мнение. О Турции у меня отличное мнение. Турцию люблю, уважаю, турецкий народ уважаю. Но иногда мне не нравится, что делает руководство Турции. Там, сегодняшний, например, Эрдоган. Ну вот сегодня то, что произошло, вчера произошло, вот это я уже понимаю, что только так можно разговаривать с Россией. Да, они это сделали не ради сирийского народа, хотя ради сирийского народа они туда вошли. Но когда по ним нанесли удары, даже по санитарным конвоям, санитарным машинам скорой помощи, которая находилась, по ней тоже наносили удары асадисты и русские. За это им сегодня получили ответ. Огромное количество уничтоженной техники, большое количество нейтрализованной
пехоты, солдат, живой силы. Ну и, а как по-другому? Ответка она такая, она рано или поздно прилетает. Так, давайте дальше. Может, да старый доктор Энвар Бог, да, старый усагватер Вадыгдич. Несущий мир. Аса, я боюсь, тебя в эфире попросят с Путиным объединиться. Да, я так думаю, скоро дойдет до этого. Вахрамей, Арсенал, Гринч. Где можно такую кепку найти, купить? Такую кепку нельзя купить, но я могу, если вы заслужите, я могу ее вам выслать. Или такую же, да, я могу заказать кепки такие же, и можно будет их распространять. Также, знаете, можно еще другую кепку, которую я вот планирую запустить. Тоже с реалити она будет. Я могу ее дарить всем своим подписчикам. Ну, надо какой-нибудь конкурс, чтобы был, чтобы было нам всем интересно. Я пока думаю над этим. Если что-нибудь придумаете, скажите. Так. Вот, пошли теперь эти тролли пошли. Антон Павлович, Франциско Тотти. Ой, пошла, короче. Троллятина пошла. Персона нон грата. Давайте не будем сейчас отвлекаться на пустое место, на пустые темы. Молоток ничего не доказывает, как не доказывает убийство перед Белым домом, убийство Руслана Ямадаева, как убийство Сулима Ямадаева в Дубае. Это ни о чем не говорит. Это люди были герои России. Поэтому это ни о чем не говорит. Так. Эдмомед, Асан, ты пробовал взять интервью у Юрия Табаша? Нет, я не пробовал, пока просто физически не успеваю. Так, Максик хочет еще. Максику понравилось видео про уничтожение террористов. Ой, какой же ты. Как найти, говорит, мочение русских можно смотреть бесконечно. Да, мочение русских террористов надо тут поправить, а то я понимаю, как найти, что ты именно это имеешь в виду. Но многие могут сказать, ах, они за геноцид всех русских. Нет, мы не за геноцид ни в коем случае. Так, вот покажи, говорит Ханьяк Перчик, обязательно. Чулков Максим, может они и до Госдумы с Кремлем долетят. Максим, было бы неплохо. Ну да, Госдумы-то, ладно, хотя бы до этого, как его, до Кремля. Так, Влад Сепиш, ты можешь сказать все, что тебе в голову придет, но мы оба понимаем, время придет ответ держать. Это ты мне, скажи мне, пожалуйста. Это ты мне? Зачем оттягивать, время придет? Я тут. Я всегда открыт для общения. Какие вопросы? Вы хотите сказать, что белое это черное, а черное это белое? Я так никогда не скажу. Давайте, что вы хотите? Аргументы вас не устраивают? Хотите заставить кого-то? Если ко мне сейчас обращаешься. Открою тайну, это невозможно. В принципе. Так, ведет ли сейчас бой обстрел Турции? Рамазан Магомедов. Я не знаю, Рамазан, бой сейчас идет или нет. Но я сейчас покажу видео. Вот Адам Грузинский тоже видео просит. Лунный свет тоже. Персона нон грата. Не унимаешься ты, персона. Ночью выбор цахла вайца машу хилят, выпачал хилят, вырилош дегнах хердерду.
Давай я по-русски буду я тебе отвечать на это. Я абсолютно с тобой согласен. В единстве наша сила. И только едиными мы сможем получить независимость. Но почему надо объединяться, например, тебе, другим, вокруг меня, например? Я всего лишь правозащитник, который вот недавно стал говорить какую-то правду, открыто начал говорить правду. И там вокруг блогеров вообще в принципе зачем объединяться? У нас есть законная власть. Нам нужно объединяться не вокруг там Аслана, там Минкаила Мализаева, а нужно объединяться вокруг своей законной власти. Я объединяюсь этой законной властью, я от себя ничего не говорю. И только так мы сможем. А если, например, ты говоришь, что эта власть незаконна, она нелегитимна там, и так далее, то ты должен дать мне другую власть. Ты же отказываешь нашей государственности нас. Да? Не просто же Закаева и его команды нет, его товарищей нет. Нет вообще государства получается. А я объединяюсь на основе государства. Больше объединения я никакого не вижу. С кем объединяться? То есть ты, например, условно говоря, ты, например, утверждаешь, что Закаев труп политический, что никакой Ичкерии не существует. У нас Конституция изменена в 2002 году на каком-то маджлисе, да, на каком-то совещании, расширенном большом совещании. Маджлис – это совещание. И там принимается решение. Если это такое в Конституции у нас указано, если Конституция, президент принимает решение, противоречащее Конституции, то Конституционный суд исправляет эту ошибку, выносит решение и отменяет решение президента. Раз. Даже если принимает. Никакого такого перехода не было, что вот мы перешли, отказались от Конституции, от нашей государственности. При Масхадове такого не было. Абсолютная ложь. Идет всяческая попытка подрыва государственных устоев нашей страны, которые, если честно, дышат на ладан. Благодаря 20-летней, 25-летней кровопролитнейшей войне и геноциду, который пережили наш, как интеллектуальный мы геноцид пережили, так и тотальный мы просто геноцид пережили. И при всем при этом появляется человек, вот ты, например, да, персона, условно Бо Халмахитла. И ты говоришь, я тебе почал, и вац, а милу. Цани целой шел сагу. Кто тогда государство? Тогда что ты делаешь? Ты занимаешься подрывом устоя государства. Понимаешь? Это такие вещи, на которые стоит обращать внимание. И кто бы он ни был, какой бы хороший человек он ни был. Если он даже заблуждается, ему нужно объяснить. И ты, например, да, условно говоря, ты начинаешь говорить, например, там, Оман Си, честь нации, который победил человека в русско-чеченской войне, и там какая-то там шайка, какие-то там работает на Хусейна Исханова, там, говорит, почти утверждает, что работает на Кадырова одновременно, там, наехали на это. Это смешно, это бред. И вы предлагаете объединяться с кем? Мне против государства своего объединяться? Против ветеранов объединяться мне? Которые там... Я для себя открываю новые лица, новые знакомства. Их огромное количество. И все прекрасно все понимают. С кем объединяться? Есть Ахмед Закаев, есть правительство. Объединяйтесь вот на этой линии. Все, другого у нас выбора нет. По-другому мы не можем. Я не знаю, как еще доносить, как еще объяснять. Чтобы мы не были обмануты, мы должны стоять вот над одном. Доверяем мы, например, Ахмеду Закаеву. Является он нашим примером. Вокруг него же люди. Во-первых, Ахмед Закаев никогда не сойдет с этого пути. Я в этом убежден. 100%. Во-вторых, я знаю, что если он сойдет, есть люди, которые не позволят этому произойти рядом с ним, с его товарищами. И он не позволит своим товарищам отойти. Да, ну, имеется в виду, находиться рядом и предать или согласиться с этим. Он может, конечно, кто-то поступить. Но Закаев так не поступит, другие там не поступят, которые есть. Кто откололся, те уже откололись. То не вы, остальные пойдут до конца.
Это проверено жизнью. Вот вокруг нам надо объединяться. Если мы строим государство, вот такое оно должно быть, государство. Вот тогда мы сможем защищать свои права. А там кто-то, я приду, я подготовят меня, да, я научат меня хорошо говорить. Я буду очень там складно рассказывать. И я могу одурить там, на полгода я могу, на год я могу одурить. А дальше что? Что дальше? Что Путин террорист и Кадыров убийца, палач? Разве об этом кто-то не знает? Знают. Я об этом не говорю? Говорю. Кто об этом не говорит? Некоторые не говорят, потому что там за родственников скрывают, волнуются. Но все же знают. Говорить это плохо? Нет, надо говорить об этом. Это очень хорошо. Но нельзя же говорить только и все. А перспективу, о будущее. Я предлагал тому, кому ты предлагаешь мне встретиться, объединиться. Я предлагал встретиться. Вначале я не верил своим товарищам, заслуженным людям. Точнее, я верил, но я надеялся, что это не так. Я надеялся. Что вы предлагаете? Я говорю, давай встретимся, обсудим. Хочешь, вместе обсудим, раздельно обсудим, публично обсудим, по интернету обсудим, в частном порядке, тет-а-тет обсудим. Нет. Прошу дать, что шувать. Дервать сом. То точно дать в церях. То хилищать. Церявега из ночевать и раскриву, распштуи. Церство хилищать. Какое будущее? Что мы видим? Чего мы стремимся? К чему? Что построить? Ничего не могут построить. Ничего. Нет никакой перспективы. Какой-то халифат создать. Мы не создавали никогда халифат. Тот халифат, который был раньше, мы его не создавали. Да, мы там находились, какая-то часть наших людей там, может, были. И сейчас мы не можем создать халифат. Миллионная республика, миллионный народ не может создать халифат. По крайней мере, в обозримом будущем. А что дальше делать? Со всем миром объединиться? С кем халифат создавать? С Саудовской Аравией, которая американскую базу у себя поставила? С Турцией, которая член НАТО? Сирия, которая в ближайшие 20 лет, 30 лет в себя не придет после вот этой сокрушительной войны. Даже может быть больше, потому что там еще она не закончилась. Святым Шамом. С кем объединяться? Саудовская, с Арабскими Эмиратами, которые абсолютно европейская по факту уже страна. С ними вы шариат, халифат хотите построить? Пускай кто-то построит справедливое государство, чем, например, вот эта европейская демократическая форма правления. Покажите это государство. Понравится это маленькому, безоружному, очень небогатому народу на Кавказе. Мы тогда присоединимся к этому государству. Мы будем говорить, смотрите, здесь так плохо, а вот тут хорошо. Но на сегодняшний день нет такого государства, нет такой формы устройства. Я не хочу, чтобы Кадыров правил всю жизнь, вечно, став халифом каким-нибудь, амиром и так далее. Я хочу, если 5 лет прошло, он ушел и пришел другой. Другой пришел, другой, если совершает преступление. Кадырова я хочу видеть на скамье подсудимых. Кадыров уже свой не оправдал, да, уже нарушил. Вот так вот это все выглядит. Так, давайте, меня очень просят показать видео. Я покажу видео, как турки, родные мои турки, это невероятно. Как можно смотреть на огонь, да? Давайте, я вот не знаю, тут есть звук или нет. Сейчас будем смотреть. Приятного просмотра. Так, звука тут нет.
но зато есть хорошие кадры. Вот видите, наносится еще один удар. Так, вот 3 танка. БМП. Посередине нанесется сейчас сокрушительный удар. Это все вот эти нападения, которые сейчас происходят, произошли за сегодня и за вчера ночью. Турецкая армия разнесла в пух и прах просто. Вот с танка упал человек, ему плохо. Вот мы видим еще два транспортных средства, по-моему, и несколько людей рядом. Так, террористов больше нет. Я абсолютно убежден, что турецкая ВКС работает именно по проверенным целям и наносит сокрушительные удары по террористам, которые надо было наносить еще 5 лет, 6 лет назад. Вот здесь тоже техника стоит. Это, по-моему, САУ, самоходная артиллерийская установка. Так. Уничтожено очень много техники. 53, по-моему, было техники, если я не ошибаюсь, уничтожено. Большое количество уничтоженных самих террористов. И Турция перекрывает Босфор. Или уже перекрыла, да, противоречивая информация поступает. После того, как будет перекрыт Босфор, русские не смогут доставлять уже по морю снаряжение и провиант, ну и свою живую силу. Как вы видите, очень много разных кадров и разные нанесения ударов. И это все делалось вот за вчерашний, за сегодняшний день. Короче говоря, то, что делал один смертник, для того, чтобы это сделать, нужно было подготовить грузовик машины, пожертвовать человеком искренним, истинным патриотом своего дела, да, и идейным, очень преданным своей идее человеком, чтобы пожертвовать. Нужно было закупить машину, которая стоит там 10 тысяч, например, долларов, снарядить ее там еще и бесценного человека туда посадить, чтобы он доехал и взорвал себя. Не часто это удавалось, не часто происходило это, и люди даже не доезжали, погибали. Теперь же с воздуха Турция одним нажатием мышки клавиатуры на мышку уничтожает огромное количество техники. Вот в дневном цвете, в цветном цвете, днем танк за деревом стоит, прячется фашистский танк. Опа, нет фашистского больше танка, вот человек оттуда вываливается, он с краю. Так, вот мы видим 2 танка, террористы убегают. Ну и вот сейчас будет нанесен сокрушительный удар по технике террористов. Одновременно один танк, я думаю, второй тоже уничтожен. Нет, второй пока цел, но это пока. Так, эти съемки происходят ночью. Дрон снимает и наносится удар по технике террористов и фашистов.
Они бомбят самолетами, дронами. Это дроны, съемка с дроном ведется. Тут, видимо, штаб или склад, где находится, судя по большим воротам, там внутри что-то находится. Но вот перед этим зданием был нанесен еще один удар. Вот что значит технологии и знания. Знание — это сила. И ни один турецкий военнослужащий не пострадал. Зато сколько потерь нанесено той стороне. И вот только так Россия может воевать, как сейчас она воюет в Сирии. Если против современной армии и натовской армии нету никаких шансов, просто никаких шансов России выстоять. Она будет уничтожена, это если будет применена вся мощь НАТО, она будет уничтожена еще быстрее, чем были уничтожены, вот как вы видите, полсотни асадовской русской техники. Так, на этом кино закончилось. Я надеюсь, вам понравилось. Мне очень. Так что вот такие вот дела. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Вот мы уже час говорим, может по часу можно делать. Думаю, хватит. Стримы, сейчас чуть-чуть пообщаемся и переключим. Так. Где сейчас совок, говорит Вильбисен Культа. Совку плохо, как танкисту. Так, беспилотники, говорит он, СЦЛС. Так, угу, твое мнение, говорит, так, Таня, это трагедия. Приятно видеть, как горят путинские и асадовские террористы, говорит Фриман, антипутинец. Так. Кремль является, Фриман, антипутинизм. Кремль является центром оси терроризма в мире, и метастазы этой раковой опухоли расползаются по всему миру. Елена Орлова, Ник, приветствую всех. Привет, Лена, привет. Адам Грузинский, Баркал Аслан. Всегда пожалуйста. Так. Очень понравилось, говорит Хунян Перчик. Очень понравилось. Пожалуйста, пожалуйста, друзья. Понравилось не то слово, говорит ЛМ. Как найти красота. Бальзам на душу. Вот, единомышленники объединились на моем канале. Нам все одинаково, у нас одинаковые вкусы, господа. Нарываешься на молоток, говорит Ваб Хамида. Я не понял, ты это кому? Так, Евгений 999. Надеюсь, это будет сериал из многих сезонов. Да, Евгений. Будем надеяться, быстро все. Они быстро сдадутся, много мочить не будут. Reality French English. Маш Аслан. Нам нужно создать сайт как миротворец. В России люди не боятся судов, но будут бояться ответственности их поступка и что родственники заключенных их грохнут. Да, нам нужно создать журналистское сообщество. И на основании вот этого журналистского расследования мы должны выкладывать именно вот этих преступников. Только на таком основании мы сможем, чтобы в соответствии с законом быть. Да? Для этого нужны нам 1-2 журналиста, которые будут заниматься этим. Сбором информации, выкладыванием на сайт. Конечно, они будут обжаловать, писать жалобы. Это тоже надо учитывать. Надо посмотреть, где должны находиться там, на сервера, да? Где, чтобы это все сохранять. Но, думаю, в Европе много есть таких стран, где они четко защищают журналистов. Я думаю, этим надо давно заняться, конечно. И вот, как говорится, гражданское чеченское общество. Давайте вперед.
Ну, конечно же, что касается тех виртухаев, которые издеваются над людьми, я призываю всех, кто находится в зонах, присылать мне. Кстати говоря, только давайте так, если будут какие закрытые какие-нибудь данные, ну, впишемся и решим, потому что, чтобы не открывать неизвестные письма, ну, имеется в виду прикрепленные файлы к этим письмам. Ну, будем разбираться, разберемся. Так, я перемотаю. Фактор страха. Недооценивать врагов – это признак высокомерия. Ох ты, как мощно сказал. Да, сейчас ты, наверное, скажешь, это признак лицемерия, да? Наверное, так. Я не недооцениваю русских или врагов. Да. Я знаю, что русские способны на все. Как можно недооценивать людей, которые способны на все? На абсолютно все. Вот что вы скажете, невероятно, они это могут. Поэтому это ошибочно, что я недооцениваю врагов. Но я испытываю презрение к этим врагам. Я испытываю неприязнь. Я как инстинкт самосохранения. Помните, как Лев Толстой сказал? О ненависти к русским в Чечне, да, когда они сожгли АУ, убили людей, о ненависти к русским никто не говорил. Чувства, которые испытывали чеченцы от мала до велика, были намного больше, чем ненависть. Это непризнание этих русских собак, существ, как непризнание пауков, собак, змей. Это просто, как это было, он говорит, это было выше, чем ненависть. Чувства были выше, чем ненависть. Да? Это как инстинкт самосохранения. Нам просто надо выжить. Понимаете, русские? Абсолютно к вам нет никаких претензий. Просто мы хотим жить, понимаете? И вы реальная угроза нашему существованию на протяжении 4 веков. Только благодаря тому, что Господь Бог уберег нас чудом, да, по какому-то своему там велению, не дал нам закончиться на этой земле, вы предпринимали дважды и вот сейчас 3-й раз попытку, но только вот крупномасштабно, а так на протяжении вот веков просто убиваете. Не хотим мы ничего от вас. Не хотим. Как не хотим от пауков ядовитых, от змей, от там людоедов. Мы хотим ограничить себя от общения, застраховать себя от проползновения ядовитого паука в наш дом. Это наше законное право. Все хотят жить, и мы также хотим жить. А с вами это невозможно. По отдельности русские нормальные люди, как государство, вы невозможно просто с вами. Вы фашистская страна. Это так, чуть-чуть отходя от темы. Поэтому я много раз говорил, еще раз напоминаю просто, чтобы вы понимали. Так. Фриман антипутинист. Если чеченцы будут в НАТО, то у чеченцев тоже будет такое же государство, способное защитить свой народ, как Турция. Да, абсолютно полностью. Только это нам и нужно. Представьте на минутку. Чечня освободилась, избрали президента, парламент, все ветви власти, законодательная, судебная у нас система, работают журналисты, работают там правозащитные организации. И вот живете вот в своей прекрасной Чечне, вступаете в Евросоюз, по всему, вот Германия, по-моему, 50 стран, если вы гражданин Германии, вы можете в 50 стран без визы ездить. Причем это не самые последние страны, да? Вы становитесь, например, полноценным членом Евросоюза, можете летать в Америку без визы, допустим,
в Европу ездить без визы, да, там какой-нибудь, как, например, у Израиля с Америкой, да, очень близкие, тесные отношения, и они могут, допустим, и Чечня входит в состав, в сообщество НАТО, да, наравне с другими государствами. И вот наши обученные суперспецы, наши мотивированные парни выполняют какую-нибудь антитеррористическую или там какую-нибудь миротворческую миссию по спасению бедного народа от какого-нибудь очередного сумасшедшего там на Ближнем Востоке или же какой-нибудь Латинской Америке или в Африке. Выезжает наш отряд. Отряд чеченцев сопровождается суперсовременными дронами, суперсовременной техникой. Скажите мне, куда придет такой отряд в сопровождении такой техники, с таким вооружением и мощностью? Кто в мире сможет выстоять против вот этой жемчужины НАТО, которая будет, например, находиться? Я так это представляю. И молодые чеченцы будут знать, что они защищают, входят в НАТО, защищают, чтобы их страна развивалась, чтобы на их земле больше не было убийств. Чтобы туда не пришли, ни русские не пришли, ни китайцы не пришли, ни турки не пришли. Никто не пришел их убивать. Они со всеми в мире, они являются членами НАТО. Представьте, в мире больше не будет более мощного блока военного, где куда будут входить чеченцы, если такое произойдет. Для меня это очевидные вещи, к которым мы должны стремиться для того, чтобы развиваться. И это ни в коем случае не ущемляет ни ислам, религию, ни остальное, ни нашу культуру. Без нашего языка, культуры мы перестанем быть чеченцами. Поэтому нам нужно не только изучать религию, нам надо изучать культуру, языки, свой язык в первую очередь должен быть железобетонно закреплен. А то вам завтра могут сказать, давайте перейдем на арабский. Да, будем говорить по-арабски, потому что так надо же сохранять свое. Сперва одевать одежду, там вот так надо. Так. Ничего плохого, чтобы учить арабский язык. Это очень хорошо. Чем больше языков знаешь, тем лучше. Ну и так далее, и так далее. Короче говоря, вот такие вот дела. Поэтому, я думаю, в НАТО мы будем очень смотреться, и я буду всю свою оставшуюся жизнь агитировать и призывать нашу страну и руководителей той же Америки и других стран НАТО, чтобы нас приняли. Потому что это наша гарантия. Другой гарантии у нас нет в этом мире. К сожалению. Заурбек Аударханов. Аслан, как ты относишься к Анзору Масхаду? Я к Анзору Масхаду, я с ним в Фейсбуке, в друзьях, я очень хорошо к нему отношусь. Я с глубочайшим уважением отношусь и к его отцу, который который был нашим президентом. А почему такой вопрос? Против всех. Привет, Аслан, я из Псковского десанта. Привет, привет против всех. Ну чё, как у вас там в Пскове? Опять эту сказку, где вы там 2000 этих арабских террористов уложили, да? Четвером вас или сколько? 20 вас было. Самим не смешно, против всех. Чулков Максим, да, Хаджи Мурат. Совершенно верно, Максим. Я цитировал Хаджи Мурат. Не совсем точно я его цитировал. Руслан Серебряный. Аслан, Рамзан Кадыров всегда говорит про мужество. Может, потому что ему его не хватает в психологии. Видимо, да, и только так. Он вначале, я помню, делал такие моменты, жесты, говорил, как Шамиль Басаев. Потом начал говорить, как Руслан Гилаев, повторяет его манеру говорить. Потом он начал делать это, помните, какой-то сериал был, я его не смотрел там, ну, несколько часть там, серию, может, две видел. Турецкий такой сериал был, как-то Иртугул, Иртурмул, как-то его назывался. Это он там просто, он вел себя как этот там, ну, мне рассказывали, кто смотрели сериал, а потом смотрели этих лжецов, да, ФСБшных.
Короче, повторяю, ну, не хватает, видимо, харизмы нет, и человек приходится заимствовать. Ну, что поделаешь, бедный, необразованный деревенский парень, что сделать? Елена Орлова. Они опасны для всех цивилизаций, говорит. Совершенно верно. Фактор страха. Да, я об этом, они коварны, сообразительны в этом. Анзор Рено. Если чеченцы вступят в НАТО, тогда натовскую армию никто не сможет победить, кроме Аллаха, Господа миров. Мы будем всегда быть на стороне Аллаха. И нас побеждать не придется. Мы будем очень сильными. Ну, как вам, чеченцы? Хорошая идея. Я разговаривал с ветеранами. Я разговаривал по телефону с ветеранами, реальными ветеранами. Не вот этими рекламными, а вот настоящими, которые с ранениями, с короткой высшей наградой Оман Си. Очень гарч альбо я говорил. И я задавал один вопрос. Я им много вопросов задавал, но вот один. Что ты скажешь по поводу того, что Чечня вступила в НАТО? Я об этом говорил. И все эти ветераны, которые специалисты в военном деле, которые умеют очень хорошо защищать свою родину, эти люди все в один голос говорят: с удовольствием. Мы бы хотели, чтобы мы вошли в НАТО. И для меня их мнение очень важно. И я понимаю, что эти люди, так же, как и я, хотят хорошего для своего народа, для себя. Мы же для себя, если для народа, если мой народ живет в правах, не урезан, не ущемлен в правах, мне хорошо. Даже каждый должен и себе видеть в этом плюс. У нас будет социальная защита, будет в Конституции там можно внести дополнение, что там социальные гарантии будут для ветеранов, для других третьих. Если мы вступим в НАТО, нам просто оставят в покое. Нас нигде не будут называть террористами. Мы член НАТО, мы входим в Евросоюз, мы уже все, мы белые люди, понимаете? Потому что мы-то знаем, что мы никакие не террористы и не исламисты. Но на протяжении вот этих 25-30 лет уже, 28-9 лет, все время чеченский след, бандит, террорист. Да еще 300-400 лет тому назад. Хотя подзабылось немного, да. И мы являемся нормальной, полноценной нацией, страной. Мы никакие не террористы. И если мы так не думаем, что мы террористы, ну, поверьте, за нас уже четко сформированное мнение. Есть даже вот украинский журналист Цымбалюк, такие правильные вещи, говорит, ему даже у Путина вопрос разрешают задать, вещь такой правильный, ему говорят про Чечню. Кстати, Эд Мамедов, по-моему, об этом ему говорил. Что вы скажете там про Чечню? Он говорит, ну, боятся чеченцев. Нет, ну мне просто смешно слушать журналиста, вроде взрослого человека, говорит, бояться. Ну давайте тогда украинцев будем бояться. И говорит, тоже фашистами называют уже достаточно долгое время. Или если про украинцев ложь, а про чеченцев правду, то русские говорят только про чеченцев правду, а про остальных врут. Или вообще врут. Вот такие вот вещи, которые нам надо доносить. Мы никакие не террористы, мы абсолютно адекватные люди и имеем очень серьезные виды на свое государство и на свои права. И мы их будем отстаивать. И ничего и никто нас не сможет в этом остановить. Это нашим законным правилом. Но кроме там киллеров, которых они пришлют. Ну, я абсолютно уверен, что мое дело будет продолжено. Я уверен, что оно сейчас уже расширяется и будет расширяться именно в этом плане. И будет это делаться на очень хорошем уровне. И в том числе мы здесь будем. Мы будем студию делать, мы будем там приглашать грамотных людей, именно способных в этом деле. И будем дальше развивать эту тему. И до полного освобождения. Мне вообще журналистика больше нравится, чем юриспруденция. Хотя я думал, что больше, чем моя адвокатская профессия, мне больше ничего не нравится.
Но наоборот, это даже еще интереснее, чем защищать одного человека. Лучше освещать, говорить за многие вещи. Хотя, конечно же, для этого нужно много еще учиться и читать. Так, давайте, наше время заканчивается, 10 минут. Я перейду к вопросу, извиняюсь заранее, потому что перемотаю. Так, давайте дальше. Так. Руслан Серебряный. Аслан, нашему обществу надо измениться. У нас потребительское мировоззрение и отсутствие созидания. Без созидания ничего не получится. Да, белые люди, говорит он, целость. Да. Так, Джахар Дудаев опоздал, но пришел. Так. Так. Так, Владимир Рабинович, Цымбалюк свой, и он в пекле. Зачем его слова под лупой рассматривать? Я просто привел пример, и я буду рассматривать кого бы то ни было. Владимир Рабинович, при своем уважении, и к вам, и к Цымбалюку. Я, конечно, буду говорить то, что я вижу и считаю нужным. И он, если бы находился в пекле, то я не хочу ничего сказать, но в безопасности там очень много людей не находится. И ничего, продолжает делать свое дело. Поэтому ничего такого. На войне, как говорится. Так, Reality French English. Асан, что ты думаешь про украинского депутата Гончаренко? Ну, то, что я его видел, то, что он там в Европарламенте выступает, там свои расследования, там ведет Соловьева, выявляет его дачи там, и так далее. Ну, в принципе, мне нравится, что он делает, и очень грамотный, и толковый парень. И с характером, с душком, как говорят, да. Пока я так могу сказать. Надо будет с ним пообщаться, если он захочет пообщаться. Я готов буду с ним пообщаться. Так, Асланбек, Дейресхид Аслан хорошо объяснил, что такое государственность и кто есть кто. Хоть адекватным людям с этим и так давно все ясно, но вдруг все-таки поймут. Да, ну будем объяснять потихоньку, Асланбек. Мы доносим, они не соглашаются, давайте ответьте. Мы же вызываем любого на дискурс, давайте обсуждать, это же наше будущее. Хотим ли мы быть, чтобы у нас была Чечения оккупирована, потеряв там 30% людей, своих граждан, перенеся колоссальные жертвы, ну, ужасное просто все, трагедию такую пережить, и после этого отказаться, и с кем, и отказаться в пользу чего? Вот эта группа убийц, наемных убийц, обученных Путиным, беспринципных, готовых на все ради денег и власти. Они потом своих детей вырастят, и у нас появится дворянство. Мы гордились, что у нас нет тюрем, но теперь у нас в каждом отделении полиции, так называемой, вот в каждой этой банде, находятся тюрьмы. Так. В каждом. Но это ненормально. Я не думаю, что чеченский народ готов это терпеть. Согласиться, по крайней мере, терпеть под силой, да, принуждение, там, в какой-то степени, может быть, там и придется. Но мы не готовы оставаться под вот этим гнетом навсегда. Я в этом абсолютно убежден. Так, брат за брата, альхамдулillah. Ассаламу алейкум, брат Аслан. Салам, маршал, духовик ингушетир. Хотел спросить, почему мы разрешаем им бить наших заключенных? Это они почувствовали, когда убили Тимирхана. Поэтому мы должны стать все. Ва алейкум салам, брат ингуш. Мы
бесправны, понимаешь? Вот мы, ну, Чигала, мы составляем 1,5–2 миллиона, да, ну, дагестанцев еще 2 миллиона, ну, другие национальности, ну, 5–6 миллионов у нас. Мы знаем, что среди нас огромное количество пророссийских там мерзавцев, которые там, ну, огромное, это там 2, 3, 5, 10%, а остальные некоторые оболванены пропагандой, и при правильном освещении событий они перестанут быть. Ну вот несколько, 5–10% среди нас имеются. И они сейчас на руководящих постах. И вот у нас нет сил не дать им бить. Вот мы должны призывать, вот я пытаюсь в какой-то степени свою лепту вносить. Маленький мой вклад, находясь далеко, не ездя по тюрьмам, не снимая все это. Но вот люди, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вот вот оттуда люди должны как-то пытаться, анонимно хотите, как угодно, на любых условиях я готов помогать, сотрудничать, чтобы как можно больше привлекать внимание к нарушению прав заключенных в фашистской России. Можете на меня рассчитывать. Это раз. Так, до Тимирханова это началось, убивали они раньше и пытали раньше, огромное количество людей запытано, убито, это правда. До убийства еще Тимирханова, Далды Алвелис. Так, давайте перемотаем немножко. Чингисхан, для того, кто не знает, Чечения это алмаз Ганата. Так, Заурбекцу Алма Элер Гудартиш. Саид Хасан Чима, Асан, тебе не кажется, что Чечения уже в НАТО вместе с Россией? Нет, так мне не кажется, к сожалению, пока не так. Маждада, Гончаренко, гроза сливных бочков. Да. Так. Юдашкин Каримханов, Шудоуч, Наух, Шу, Халавал, Соулш, Цани, Цадор, Дуэй, Юдашкин Каримхан. Халавал, Цаулш, Моу, Дерес, Рено. АЦДЦ. Скоро Раша будет у Параши, и не надо будет НАТО. Ай, не скажи, что этого будет достаточно. Ну, было бы, конечно, хорошо, но я готов войти в НАТО, это очень хорошая организация. Просто всем советы. Так, Фриман антипутинизм. После распада Османской империи стоял вопрос, быть или не быть Турцией. И этот народ выбрал НАТО и стал мощным государством. Что нужно сделать и чеченцам? Согласен. Аслан Ичкер, я лично разговаривал с одним генералом натовским. Он сразу сказал, что хотел бы, чтобы у него был как минимум один полк чеченский. Вот я про что и говорю. Мне тоже доводилось общаться с военными. И нам были бы рады из НАТО. Дени Качаров. Память псковских десантников прошли сегодня. Рамзан ленту резал. Да, бедные оккупанты. Так, все, привет, подождите, привет из Канады, Дима Бимбат. Привет, Канада. Так, господа, давайте я тогда вот закончу этот момент. Аслан, ты прав, все должны знать, в чем корень зла, и когда публичные журналисты пытаются замолчать это. Адам Грузинский, Аслан, такого продуктивного, душенаполняющего эфира давно не было у нас. Сегодня засну с таким настроением. Да, будут еще новости, не волнуйтесь, может. Да, 7 марта в Берлине у нас будет съезд, самый большой съезд, который я припоминаю, который здесь будет. Сюда съедутся все просто. Приглашаются туда в основном чеченцы, граждане Чеченской Республики Ичкерия. И будет очень интересно, я думаю. Очень интересно. Ну, конечно же, русские террористы попробуют, наверное, предпринять какую-нибудь гадость, но я думаю, им не удастся.
Все, на этом хотел бы свой эфир закончить. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Баркал, Деварей, слушаем Масерда. Спокойной ночи. Ассаламу алейкум.